На доме печати, что расположен по улице Калныришвили, 23 в Улан-Удэ, установлена мемориальная доска Ривамиру Баяровичу Гармаеву. Ветераны журналистского цеха, работники газеты «Бурят-Унын», приходя в редакцию, непременно останавливаются здесь, чтобы почтить память своего редактора. Ноябрь 2020 года. Идет мелкий снежок, словно само небо благословляет происходящее. В присутствии членов правительства республики, родственников, коллег и друзей Ривамира Баяровича Гармаева открывается мемориальная доска в его честь. Человек, который всем своим примером, наверное, всем нам показывал, как надо, наверное, жить. Те вещи, которые он нам нес, они сейчас стоит очень дорогого. То, что он делал, он в это искренне верил. Да? Он знал, что такое слово патриотизм. Он знал историю своей страны, он знал историю своей республики. Ривамир Баярович Гармаев не только знал историю своей страны и республики, но и был одним из ее творцов. В самом раннем возрасте, потеряв отца на войне, он сполна испытал трудности тех лет. В 1944 году, когда мне исполнилось 6 лет, двоюродная сестра моей матери, тетя Лиза, отвела меня на чебанскую стоянку к своей матери Очерме Батмаевне Зуртановой, где я начал пасти овец и ягнят. Так началась моя трудовая жизнь. Таково было горькое счастье детей войны, писал Ривамир Баярович в своей книге «Дорогие моему сердцу имена», некоторые главы которой посвящены его родственникам. Нагасабабен Ривамир Баярсен Зуртанов Санжи Бадмайсиг Ихмадэж Хумбахна Бахын ятакта бухи баражын қалды. Иттері сақты ихе хоргулта Монгол матыдык хоргулды башылды кумбахын. Алтан ихин хоргулды башылды кумбахын. Тәрінге қажуыты екі зонда нам зажы күдігіға. Теге тірі сақты совет засақты екі үдекпітін ебахын. Башына хамыны түрілушен арлықшар ебахын алын жылды. Теге борят олыса советіде орыбычы съездин делегаты бәхін менгі ехізін қарын дұлағында. Темі екі сотай хымбана. Заринджаб Шеретович Чемицеренов, много лет руководивший Баракханским народным историко-краеведческим музеем, убежден, что человек, как дерево, силен своими корнями. И в подтверждение этого он показывает на стендах фотографии именитых предков и родственников Ривамира Баяровича, достижениями которых гордится вся Баргузинская долина. Кандидат фармацевтических наук Тибетова Кумбан. Я трехсотта, я ялтоварта, кандидатской диссертации защищала тендершорт. Речь идет о младшем брате Ривамира Баяровича, Ринчине Баировиче Гармаеве, который после окончания медицинского института в Томске посвятил себя науке, работал в Бурятском научном центре. Есть на стендах и фотографии двух сестер Ривамира Баяровича, а ему самому в музее отведен отдельный уголок. Гармаев Ривамир Баярович, Хурмхане эмге бархын тасхынды таряшын эле булды. Менгі юхынзун ғошын немін оны февралин хайрты турыхын юм. Эсігін Баяр Пиртанович Гармаев, дәне дұрышын жылнуыты, эсігі орано хамғалын дәнді Амин Ахиалда. Ихын Дарима Санжиевна Гармаева, Құрбын хугыттые улыбышье
колхозты худылжы. Овыш болын хартапхы ургулдык бейга. И снова обращаемся к книге «Дорогие моему сердцу имена». С глубокой сыновней благодарностью хочется поведать читателю о моих дорогих родителях. Отец Баир Пертанович Гармаев, колхозник колхоза Мучин Баракханского сельсовета Баргузинского района. В молодые годы избирался секретарем комсомольской организации, ушел на фронт в 1941 и погиб в 1943 году. Ему было 31 год. Нас четверых подняла на ноги, воспитала мама Гармаева Дарима Санджиевна, пишет Ривамир Боярович и вспоминает, как пошел в первый класс Галтайской начальной школы. Мама проводила меня в школу с букварем на родном языке, сумкой, сшитой из старой наволочки, а из одежды рубашка да короткие штанишки, на ногах стоптанные ботинки. Труйда мандахна школьна форма шекажа юма бегауида. Кто как мог тетлахна. Ховшлатлы ябдык бегапти. Хахархайда хахархая хат игатл тетлахна. Хухубути басхача бия надлхи муготерла. Тимул саг бегахинда вайнай хоти. Тетл Тырыл сагара тетлахна. Доглочке классияхын табын горабыңанда дургабже. Тендемнен их фотографии бим ханча тендахна бе хорголин музей дахна тер фотографии няшод бенха. Тендахна Ривамирга фериди хатна бедагылда. Мына хархатым нахат мани ханхата увдыкто хатна халат хата хатна умдот бекшан чет. Стоять впереди, быть первым, быть лучшим. Эти принципы Ривамир Боярович сформулировал для себя еще в детстве и был верен им всегда. Уже тогда он знал, что будет большим человеком, и обращаться к нему будут не иначе, как по имени и отчеству. Гармай Байер бабен белуэта. Турушим документы. Гармай Боярович вехамнега шигу. Алихатна Боярович вехамне, Байирович вехамне гырвана хинчат Боярович гашин хан воли звучнее, Боярович вегеш гылдыржаш хан бужин хылсык шахам дичатла. Тет Боярович волохимда. А так-то Байирович, но бредут Байирович гылдык кимда. Ривамир Боярович хатын маған ахнан хашатын мытхванып арул турбулин ахад дугин хан хум мытхванып. Ривамир Боярович хатын нага хоргулда хамта хорамтя. Ривамир Боярович хоте хоргулда рошхда. Ривамир Боярович хатын ашти отра хоргулия хатын ашти хамта долож класс дурганти. Тет худн хормкаша хормкан средняя школа дургат. Гарахнзан шыптет. Кулы волхин волха хада онганха хум волхада багаха. Тигат Ривамир Бояровична багаха хатын тигатла. Неге захан оды гара оды гарахинда хомда хотта аты ябаша. Действительно, обком был для Ривамира Бояровича по-настоящему вторым домом. Совсем молодым, в 24 года, он поступил на работу в аппарат бурятского обкома комсомола. Умный, энергичный и, бесспорно, невероятно харизматичный, он очень быстро заслужил авторитет. В начале 70-х годов его направляют в высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москву, после окончания которой он стал работать в бурятском обкоме КПСС. Работа живая, события менялись, как в калейдоскопе. Приходилось выступать в разных аудиториях, в заводских цехах, на колхозных фермах, отарах, перед рабочими, колхозниками, представителями интеллигенции, перед студентами и школьниками, и на русском, и на бурятском языках, вспоминал Ривамир Боярович.
Тырхошин порядом до Ленина 35 года была хаймда. Газахи уда орын авадла. Моисеевна гэднего хорошим хоха. Трени хажуга рейты гэднего басханен еврей яхна замбага. Уборщица уруда. Тиденешни хо нырыватаем полностью хылжымындышылырла. Егерла гарадла. Хайрта шейгер хараявадла. Бухойтер юнуды. Тахаводыя. Мындышылырла оринго кабинет курсырла. Это уже следующий этап биографии Ревамира Бояровича. Почти 15 лет он был главным редактором газеты «Бурятун». Его назначили на эту должность вскоре после того, как республика широко отметила 75-летие газеты. По случаю юбилея редакция была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Сотрудники столь именитого коллектива, старейшины бурятской журналистики, поначалу настороженно отнеслись к молодому редактору. Но Ревамир Боярович в присущей ему манере мягко, но убедительно проводил свою политику и в итоге завоевал уважение коллег. Екі шаңғы журналист ноды баға. Бірі ойыры күрттің арғуға шаңғы. Югері шаңғы бұғыды. Ямыр шықуын авадылы батқауға хашне. Орада хосаны алтыры қойықта бүгін жоғарлы батарлы ұқылы қыдел. Ямыр шығы қойылы Юнгокшулы бүгінгі саны шықытчықы құнуд байға. Темі шаңғы құнудты ерет, түдің құнудың шо қолы залы құн, найдылдың, үтілдің күртот, ұшытығы ажыла хенар яоржы байғын темі. Бірхі емшеткілші, тегетірі санын аныға қомыдығы, ақы үйгіші, залы озаңгет, Залозанна вахайха залозанда хундыты орхандыдык. Тырыл игел турушен ерхен зало хунудыйл окта жабыхын тактохын кадрнот балгахын байн хайында. Ревамир Боярович осознавал необходимость привлечения молодых специалистов, для которых стал воплощением мастерства и профессионализма. Нинхунне хайр хылындер таржахуга гайар уғылығы оратор. Ошы оратор құмбаға. Тегел енді табиат жарат хуыға сауыладылы бүкіл коллективі бәділі уғылы десіліға тарқы жібек көй. Егерлі қылының егі орыт жібедік бағайым. Теуретір комсомол ажылды явағынғы қығы тегет саны хашетеймі қылығы найролғы емді әң шулық шыбышет тұршты көмбайын байға қайында. Бүгіге тұршанғы қолымны негізайымы олдыңде бұл шоғын түрімнен өсі идеолог күнұд лекция мұн шықыда обком электорет шықыдылығын негіза алықынар доғырқы дегеді. Доғыр атылы, түрі ұғыды ақтадылы, бір шаңғыр атылы яқылды. Түрі тұру бұшығы емін ұды іште бұшқыды матсергешін түрілді. Бұрфақ дұрғын партийны екі опытты. Одал тұғысы болғысырынды тұру бұшығы ұдыйы. Табаз орғадышын газетімде дұрлым палыса ат Атригар дыгвехада доғар бұхынды тұру бішік бай дыгвеға. Собственным примером Ревамир Боярович воспитал целое поколение журналистов. Именно при нем пришли в редакцию ныне именитые журналист и исследователь литературы Туяна Самбялова, писатель и публицист Николай Шабаев, заслуженные работники культуры республики Байырма и Беликма Дымбрыловы, Баир Дамбаринчинов, Дашидондык Амагалонов, Николай Батмаринчинов и другие. По-отечески внимательно он относился к ним, помогал решать проблемы, в том числе и жилищные. Словом, всячески опекал. Трибунат гошум хайрчыды вайнабде, найы ехманай ишинде, инварсо, авакшам, тültürte болот, ветигеттер юнде,
квартирая уздыхыян экияш хадамня Ривамир Боярович кылыга. Шем тургун ороттара подушка явада шорега. Тигеттер бетер тершковаранкын гертевага бетер турун подушка тебредла тергерга гайсон. Таким же душевным и участливым Ривамира Бояровича запомнили и коллеги из правительства. В 1990 году, в разгар Великой Перестройки, Ривамира Бояровича приглашают на работу в Верховный Совет на должность заместителя председателя. Когда он стал зампредседателя Верховного Совета Республики Бурятия, я был в то время начальник юротдела парламента, в том же органе. Вот так нам пришлось контачить. А потом, когда он стал управ делами правительства и президента, я стал его заместителем, занимался кадровыми вопросами. Вот так мы вместе работали. О начальном этапе работы в высшем органе государственной власти Бурятии Ривамир Боярович писал: «В первой половине 90-х годов я был в числе тех 170 депутатов Верховного Совета Республики, которые после длительной творческой работы и всенародного обсуждения приняли новую Конституцию Республики Бурятии, по законам которой мы живем и сегодня». В те нелегкие годы 12-й созыв Верховного Совета Бурятской ССР делал все возможное, чтобы сохранить в республике стабильность. Мы пережили тогда и парад суверенитетов, и шумные демонстрации, и митинги, и голодовки. С 1994 по 1998 год Ривамир Боярович занимался организацией деятельности высшего должностного лица и высшего органа государственной власти республики на посту заместителя председателя правительства, руководителя администрации президента и правительства Бурятии. По сути, был ответственным за эффективность деятельности государственной власти республики. Я вспоминаю, как мы с ним ездили в составе делегации от парламента в Монголию. В начале 90-х годов они как раз приняли Конституцию, новая демократическая Монголия образовывалась. Мы встречались на самом высоком уровне с управделами Ринчендоржем, вице-премьеру заходили, с генеральным прокурором, с судьями, общались. И что характерно, я помню, мы зашли как-то вице-премьеру по промышленности. Казалось бы, мы, в общем-то, юридические вопросы, законодательные, о чем с ним говорить? Ривамир Боярович нашел, что говорить, и тот рассказал, и получилась очень такая интересная, глубокая беседа. То есть я хочу сказать, что Ривамир Боярович был широко образованный человек, он много знал, информированный был, и с любым человеком мог найти общий язык и поговорить. В 1998 году Ривамиру Бояровичу исполняется 60 лет. Казалось бы, самое время отдохнуть после многих лет напряженной, ответственной работы. Но нет, он не мог и даже не умел отдыхать. Ажылды жыбақыда бюллетенді нығы ха янында қартық байға ғиылда жылды нығы мағыт. Тегет ерет қылдығын. Уекун қашын кетіні гісте бәдігін. Bir arada tavuk oğlu bıdırdılar. Kızı ajılda qarqım geçip verildi. Tegul çınıp kışı. Çek жыбаға дейір бітінде зоғалыға. Гісті байқы кешіш бұры қығылды бәнді. Вот таким неисправимым трудоголиком был Ривамир Боярович. После выхода на пенсию он возглавляет государственную службу языкового перевода. За годы работы в этой должности он вместе со своими единомышленниками и коллегами выводит на качественно новый уровень исполнения закона о языках Республики Бурятия. Даже я бханзондо амургой их хэн хандастебэхэн илынга яманы тазалошулды сентябрен нэгэн болохдон хоргуулын өчгбүттэй хүндэ өгрөнгөө гэртэгэдл өрөнгөө оргуулхан сэсгүүдэ багла сэсгүүдэ асраадл 31 августын сентябрен урдманы тасраадл хувааха өглөөдөр хүйхбүттэй дэня башгтэйг хэхилэдл хүн бүхнээ түрхэн өдөр нэгш
Önne soqtaq udırjı teymi hangını tarixi pamit hayte bayga. Turhun udırnu diye ulogor ajılda rodlı hine turhun udırbu. Mana ta soqtaq udırjı bayhın zanye xua marşalxı. Ayın onu diye xılxı. Телефонор хитин заянды Москвады уже художбен речимитов надо хонходо тамашыл хитин ехи гойы тыры толахын унуды ехил хитин угудо сысың мыргын гойор амашыл хитин ехил хажотын байгат олың юмында хортык байгап. С 2005 по 2020 год, вплоть до последнего дня своей жизни, он работал в Совете ветеранов республики. Именно работал, а не занимал должность. В течение 15 лет он работал над тем, как улучшить качество жизни людей уважаемого возраста. Принимал участие в разработке ключевых законов республики, предусматривающих их социальные гарантии. Еще с молодости я соприкасалась с ним по разным вопросам, общественно-политической жизни нашей республики, города. В общественной профессиональной деятельности он всегда был как кремень, так сказать, да, искал всегда что-то такое созидательное. Очень внимательно относился к людям. Всегда переживал и заботился за жизнь и быт наших ветеранов Республики Бурятия, ветеранов труда. Он один из инициаторов принятия закона у нас в республике по детям войны, по ветеранам труда Республики Бурятия. Он долгое время курировал вопросы создания книги памяти. Несколько томов, которые у нас сегодня изданы в Республике Бурятия, это настоящая память. Память нашим отцам, дедам, для наших потомков. Оставить память для потомков. Такой была цель еще одного проекта, который поддержал Ревомир Боярович. На протяжении 5 лет редакция газет «Судьба» и «Подросток» проводила вместе с Советом ветеранов Республики конкурс «Послушайте ветерана». С таким трепетом относился к этим материалам. Я бы не знал, что он чувствительный был. Но я видел, как он плакал. Читая эти материалы, он плакал. Вот помню про мальчика, про одного, который в годы войны, 4-классник, в 4 классе учился, в Орлике. Был директором школы, назначен директором школы, ученик 4 класса. И вот по школьным делам на подводе ездил в Улан-Удэ. Вот он как этот рассказ прочел, он плакал. Я это видел. Я подумал, насколько же он глубоко знает этих людей. Первое, конечно, это всегда будешь вспоминать, это, конечно, человеческий такой такт, и вспоминать, наверное, особенно в наше такое дурное время, да, когда такой напор, скандал, хайп становятся такими главными вещами, да, а когда человек мог спокойно, очень, так сказать, добродушно проводить такие очень серьезные мысли, да, доводить их такого формата, я думаю, мы сейчас в республике, может быть, даже уже не найдем. Если работать, то работать на 100%. Да? Если ты погрузился в эту тему, то ответственность несешь за все. Да? Вот те же самые советы ветеранов. Я всегда говорил, мы проводили мероприятия, допустим, посвященные юбилею Курской дуги, Сталинграду, Ленинграду, битвы под Москвой и так далее, и так далее. Но куда позвонить? Звонишь в район, не знают. Звонишь в Министерство защиты, надо время какое-то. Звонишь в Ревомир Бояровичу, все, значит, он знает всех ветеранов, все состояния здоровья, кто за что, где, какую награду получил, да. И тут же мы уже буквально в телефонном режиме разговариваем, проговариваем, кого отправить на юбилей, кого собрать, с кем переговорить, у кого какое состояние здоровья. Меня эти феноменальные его подходы и знания, конечно, они поражали. И даже сейчас он ведь не просто знал, да, он все время писал про этих людей. Он был, по сути, в последнее время он был нештатным сотрудником газеты «Бурятия», «Бурят-УНН», да, прекрасно писал на русском и бурятском языке. То есть, получается, он не просто это знал, да, он пытался все это рассказать. Он не только глубоко знал этих людей, он был одним из них. Родившийся накануне известных потрясений, он 6-летним ребенком начал свою трудовую биографию и всю жизнь отдал работе. Так и ушел, находясь на службе, в думах о работе.
ближним опасным путем, это займет 5 дней. Но мы пойдем кружным, обходным путем. Это займет 10 дней, но зато мы будем безопасны. Тогда как раз прошел, или книга была, или фильм «Властелин колец». И вроде бы они решили, ну, естественно, не они, а внук, решил, что необходимо снять фильм на эту тему. И вот они, естественно, дедушку, как что говорится, припахали. И вот он там был не Гэндальфом, я точно это помню, что это с жезлом. Уникальные кадры семейного архива. Ревомир Боярович вместе с внуками разыгрывают эпизод из «Властелина колец». С любимой супругой Надеждой Дмитриевной вырастили 2 детей. У них 3 внуков, 2 правнуков. Дочь Светлана Ревомировна с золотой медалью окончила школу, поступила в Московский медицинский институт имени Пирогова. Сейчас врач-терапевт высшей категории. Ее муж Олег Вильевич тоже врач. Их сын Дмитрий занимается творчеством. Дочь Александра пошла по стопам деда. Окончив Московский полиграфический институт, связала судьбу с журналистикой. Сын Ревомира Бояровича и Надежды Дмитриевны, Сергей Ревомирович, после окончания биолого-химического факультета Бурятского государственного университета посвятил себя науке, кандидат биологических наук. Его сын Денис живет и работает в Санкт-Петербурге. Наиболее такие запоминающиеся моменты. Мы тогда жили на Бабушкина. Это как раз напротив офисного центра Багульни, где сейчас находится. Там раньше все время был пустырь. И туда почти каждый год приезжал передвижной зоопарк. Для нас в то время, это 70-е годы, это было событие. Практически каждую свободную минуту, когда он там стоял, я его упрашивал, мы с ним ходили. Мы с сестрой были счастливы, что у нас такой отец. Представить трудно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, ее не встретил, не нашел. Цитировал Ревомир Боярович Долматовского, говоря о своей супруге Надежде Дмитриевне. Именно Надежда Дмитриевна настояла на том, чтобы ту самую мемориальную доску установили на Доме печати, который был и остается родным домом для многих поколений бурятских журналистов. Почти 15 лет он был редактором газеты «Бурят-Унен», поэтому, когда вопрос стал, а потом, чтобы открыть доску мемориальную, не было другого решения, как открыть эту доску там, где коллектив «Бурят-Унен». Видный государственный и общественный деятель Республики Бурятия, главный редактор газеты «Бурят-Унен», заместитель председателя Верховного Совета Бурятской ССР, заместитель председателя правительства Республики Бурятия, председатель Бурятского республиканского совета ветеранов, кавалер государственных наград Бурятии и России, почетный гражданин Бурятии Ревомир Боярович Гармаев родился у подножия одной из самых высоких точек Бурятии – Бархын-Ула. Его помыслы и устремления были столь же высоки, как вершины священной горы. Буряты говорят: человек успешен благодаря силе родной земли и заслугам родителей. Так и Ревомир Боярович искренне верил, что в нас живут труд, силы тех, кто жил до нас. Он говорил: пусть же будущие поколения смогут жить благодаря нашему труду, благодаря силе наших рук и нашего ума. Лишь в этом случае мы достойно выполним свое назначение.